Депортированных граждан Таджикистана из России планируют отправлять домой автобусами. Журналист и блогер Далер Эмомали посчитал свой приговор суровым. 66-летний житель Душанбе забил свою 11-летнюю дочь насмерть. Новое фото главы ГКНБ Киргизии Камчибека Ташиева на фоне турецкого беспилотника «Аксангур». МИД Российской Федерации выступила с заявлением о предотвращении ядерной войны. Граждан Таджикистана, подлежащих принудительному административному выдворению за пределы России и Свердловской области, планируют отправлять домой автобусами ЗАО «Худжан Транссервис». Об этом сообщил генеральный консул Таджикистана в Екатеринбурге Зафар Саидзода. По его словам, об этом он говорил 1 ноября с генеральным директором этой транспортной компании Рустамом Курбановым. Мы выступили за необходимость изучения и реализации такого метода отправки домой депортированных таджикистанцев, если согласится российская сторона, сказал он. По словам Саидзода, на встрече Рустам Курбанов рассказал о транзитных пассажирских перевозах по регулярному международному автобусному маршруту Екатеринбург-Бахтар. Я выразил готовность к оказанию содействия Курбанову в деле выстраивания оптимального взаимодействия с соответствующими органами государственной власти, областей и автономных округов России, входящих в зону ответственности Генконсульства Таджикистана в Екатеринбурге, чтобы была обеспечена бесперебойность, комфорт, качество и безопасность международных пассажирских перевозок посредством автобусов, сказал Саидзода. Известный журналист и блогер Далер Эмомали считает суровым приговор, вынесенный ему судом района Шох-Мансур города Душанбе. Далер заявил, что такого вердикта суда он не ожидал, сообщила жена блогера, которая на днях встретилась с ним в СИЗО. Тем временем адвокат журналиста подал апелляцию на приговор в вышестоящий суд. По словам близких, Далер Эмомали жалоба была подана в суд города Душанбе 2 недели назад, однако ответа до сих пор нет. Супруга осужденного журналиста Зайтуна Инаятова обратилась к президенту Таджикистана Эмомали Рахмону с просьбой способствовать освобождению ее мужа. В том, что 3 моих детей стали сиротами при живом отце, виноваты те, кто незаконно и слепо привлекли моего мужа к уголовной ответственности, отмечается в ее письме на имя президента Таджикистана. Житель города Душанбе задержан сотрудниками милиции по подозрению в убийстве. Мужчина до смерти забил свою 11-летнюю дочь. Как следует из телесюжета в криминальной передаче «Новости МВД», инцидент произошел 28 октября в доме жителя района Шох-Мансур. А в этот день 66-летний Гурезов Саид Шарифович не нашел деньги, которые он копил для приобретения лекарств и лечения, так как последние годы сильно болел. В краже денег он обвинил свою 11-летнюю младшую дочь Мадину Саидову и устроил дочери допрос с пристрастием. Чтобы выпытать у дочери, куда она положила деньги, мужчина жестоко избил Мадину палкой и ремнем, которые затем были изъяты сотрудниками милиции в качестве вещественного доказательства. Мадина Саидова скончалась от побоев на месте происшествия. Забивший ее до смерти отец был задержан. В отношении Гуреза Саидова прокуратуры города Душанбе было возбуждено уголовное дело по статье 104 «Убийство Уголовного кодекса Республики Таджикистан». Ведется следствие. Глава ГКНБ Киргизии Камчибек Ташиев 2 ноября опубликовал новые фотографии с макетом беспилотника и подписал: «Теперь и Аксунгур тоже наш». Неизвестно, получил ли Кыргызстан в подарок беспилотники или закупил, пишет Аки Пресс. Аксунгур – турецкий беспилотный летательный аппарат. Он предназначен для визуальной и радио разведки, морского патрулирования и в качестве ударного дрона. Следует отметить, что фотографироваться на фоне беспилотников становится любимым занятием Камчибека Ташиева. Ранее глава ГКНБ Киргизии делал фото на фоне беспилотников «Байрактар». МИД России опубликовала 2 ноября заявление о предотвращении ядерной войны, подчеркнув, что Москва в своей политике руководствуется постулатом о недопустимости такого сценария развития событий, так как при нем не может быть победителей. В качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН и одной из ядерных держав в соответствии с договором о нераспространении ядерного оружия, Российская Федерация несет особую ответственность в вопросах укрепления международной безопасности и стратегической стабильности
стабильности, говорится в заявлении. В нем отмечено, что российские доктринальные установки в указанной сфере предельно четко очерчены, они носят сугубо оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования. При этом в заявлении отмечается, что реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается, но исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства. В документе отмечено, что Россия призывает другие страны ядерной пятерки на деле продемонстрировать свою готовность работать над предотвращением катастрофы и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга. Как пишет газета.ру, причина, по которой МИД Российской Федерации решил опубликовать свое заявление, именно сейчас не названа. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 ноября заявил, что Москва не собирается участвовать в накачке темы применения России ядерного оружия на Украине.